Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня находимся в стенах Национального музея Удмуртской республики имени Кузибая-Герда, и наша сегодняшняя лекция будет посвящена масляной живописи. Итак, что хотелось бы вам сказать про масло. Традиционно считается, что масляную живопись изобрели голландцы. И начинается история по хронометрии с Яна ван Эйка. Но на самом деле это не так. Масляная живопись была известна задолго до Яна ван Эйка. И эксперименты у художников с красками и с маслом были. Другое дело, что, как это будет не парадоксально, нам кажется, что мы живем в стремительный век, и что сейчас заказчики не любят ждать, пока долго исполняется работа. Оказывается, что и тогда заказчикам тоже ждать было невозможно, и им хотелось всегда работу получить быстрее. А в этом смысле высыхание красок масляных и темперных отличается просто в разы. И поэтому художники традиционно пользовались темперой, потому что высыхает быстро, результат налицо, и писали в основном они не на холстах, а на левкасных досках, которые были подготовлены. Но левкасная доска, в отличие от холста, она отличается, кроме того, что на ней писать, конечно, лучше, но она толще, она весит больше, она менее транспортабельна, с ней большого формата не сделаешь. И поэтому холст, который пришел на замену в некоторых случаях, он был намного практичнее, потому что его можно было снять с подрамника, свернуть в рулон, перевести, осилить больший гораздо формат живописного полотна. Его можно было наклеивать на стены. То есть вариантов было очень много разных. И холст у нас выходит на сцену именно с появлением масляной живописи. Что сделали голландцы и что сделал Леонардо да Винчи? Они показали неоспоримые преимущества масляной живописи, а именно плави, насыщенность цвета, переходы, светотеневую моделировку, более мягкую, то есть сфумата, которую показал Леонардо да Винчи, переходы света-тени — это именно достижение масляной живописи. То есть то, что в темперной живописи сделать практически невозможно. И следующим этапом после светотеневой моделировки и плави тонов от светлого к темному, постоянные, то есть возможности флицевания и переходов от одного тона к другому, это одна очень сильная сторона. То, что при нанесении красочного слоя после высыхания цвет и тон не меняется. Это очень тоже сильно, потому что темперу нанес, потом ждешь усадку в цвете, какую она дает. То есть это будет или чуть-чуть светлее, или чуть-чуть темнее. То есть это всегда работа на упреждение. Здесь как положил, так и есть. Вот. И следующий очень важный момент — это многослойная живопись. То есть то, что старые мастера чем кладут на лопатки, это своей оптикой. За что мы любим того же самого Рубенса, за что мы любим того же самого Рембрандта, за лессировки. Потому что они дают оптику. Это как жидкое стекло. Луч проходит сквозь красочный лачный слой и возвращается обратно. Это игра именно преломления лучей. То есть это дает живость. То есть это живость, насыщенность, то есть все вот эти вот свойства. Ну и, конечно же, одно еще из очень важных свойств, то, что долговечность масляной живописи, она превосходит в разы. Хотя, в принципе, и темперная живопись, конечно, тоже сильна, но лаки, масляная основа как пигмента, они просто у нас делают масляную станковую живопись фаворитом. Вот. Что создает у нас единственную конкуренцию в 21 и в конце 20 века, это акрил. Потому что там тоже есть лаки, там тоже есть возможность лессировки,
но все равно акрил при живописи дает тоже определенную усадку в цвете. Другое дело, что он более быстро высыхает. Итак, приступаем к живописи. Вот то, как мы сейчас видим краску на палитре, и то, как краска хранится в тюбиках, так было не всегда. Обычно художники Средневековья, у них все красочки были в баночках уже просто перетертыми пигментами, и когда художник собирался работать, он брал нужное ему количество пигмента, клал на палитру, смешивал его с льняным маслом, и это уже была готовая смесь для живописи. Сейчас же у нас в связи с тем, что в XIX веке пленэрная живопись благодаря французам стала очень активной, она шагнула семимильными шагами вперед, она стала просто таким маяком, путеводной звездой, то есть благодаря чему пейзажная живопись просто развивалась очень активно. И в связи с этим, так как художнику нужно было таскать с собой краски на пленэр, их стали забивать в тубы. И это стало очень удобно, чем мы сейчас и пользуемся. Приступаем. Что мы будем писать? У нас сегодня портретная ситуация. Руслан Коровкин нам будет позировать. Писать я буду на холсте, но который не на подрамнике, а на картоне. Вот. Я его тоже предварительно загрунтовал акриловым грунтом. Купил фабричный холст загрунтованный, но для большей уверенности и для того, чтобы зерно сделать не таким рельефным, я еще прошелся пару раз акриловой грунтовкой, наносил ее мастихином. Вот. В масленке у меня разбавитель с небольшим количеством льняного масла и чуть-чуть лака, то есть такой тройник, но не в равных пропорциях. На палитре белила титановые, кадмий желтый средний, кадмий оранжевый, охра светлая, сиена натуральная, кадмий красный светлый, кадмий красный темный, вот, краб-плак красный темный, бирюзовая, кобальт синий, спектральный, сиена жженая. Вот это вот как-то она розовая называется. Здесь английская красная, Марс оранжевый прозрачный, изумрудная зеленая и карельская черная. Вот. В общем-то, вот этого спектра красок мне хватит. У меня нет задачи сегодня сделать полностью законченный академический портрет. У нас сегодня односеансная этюдная живопись. То есть задача максимально постараться взять характер, вкомпоновать основные отношения, показать цветовые, тоновые, и чтобы это в силуэте тоже было аккуратно выдержано. То есть не такая прямо вот размашистая живопись, она все-таки будет более-менее точной. Итак, приступаю. То есть с чего, почему я еще выбрал холст белый, а не, скажем, какую-нибудь тонированную имприматуру. Имприматура — это цвет холста, то есть подготовленная поверхность. Потому что белый цвет, он все равно снизу, несмотря на то, что его перекрываешь плотными слоями краски, он все равно немножко светится и дает светосилу, усиливает цвет красок. Поэтому мы его часто используем именно в таком белом виде. Намечать можно кому удобно синенькими красочками, кому удобно коричневыми красочками. Здесь уже произвольное дело каждого. То есть можно начать, скажем, с синих. Что еще удобно очень, что если какой-то элемент не получился, его легко маслом и тряпочкой смахнуть с поверхности холста и исправить. Сейчас постараюсь наметить композицию. Цилиндр у нас достаточно большой, поэтому лицо будет не таким крупным в
плоскости холста. Нам нужно, чтобы голова поместилась целиком с головным убором вместе. Вот, наметили основной объем. Хочу сказать, что когда активно работаешь маслом, пленэрная живопись, пишешь картины, и в мастерской приходится наводить порядок, то очень часто художника в наш 21 век могут одолевать искушение перейти в диджитал, потому что все это занимает очень много места. Тяжело к транспортировке. На экспозиции, то есть тоже все эти холсты, работы оформлять надо. В диджитал же все это очень легко распечатывается, и не надо оформлять разрешение при вывозе культурных ценностей за рубеж. Но у масляной станковой живописи есть другие свои преимущества, которые, несмотря на все красоты цифровой живописи, художнику не хочется променять. В общем-то, можно комбинировать одно с другим. То, что у нас из достижений есть в цифре, опять же, все эти кисти и эффекты, это идет все от прикладной графики. Эффекты акварели, эффекты масляной живописи и эффекты кисти полусухой. Это как раз то, что создавали программисты, опираясь на опыт цифры. То есть на опыт прикладной живописи. Ну вот, сейчас есть уже общий рисуночек, силуэтик. И теперь, что мне нужно будет сделать, это уже начать работать тоном, постараясь сохранять рисунок. Если, Руслан, устанешь, дай знак, мы отдохнем. Тоже нужно заметить очень важный момент, потому что позирование — это на самом деле не такой уж и легкий хлеб. Потому что неподвижно сидеть, часто руки, ноги, они затекают.
Вот пальчик макнул в разбавитель. Если увидел где-то свою ошибочку, взял, подтер, и у нас уже есть возможность исправить. Так, теперь о кистях. Конечно, самый идеальный вариант — это колонок. Он универсален. Но для... Вот я сейчас им наносил рисунок. И для тонкой прописи деталей он очень хорош. На порах подмалевочка, когда надо закрывать большие плоскости, удобнее всего брать щетинную кисть, потому что она пожестче, и она хорошо вгоняет краску в плоскость холста и в поры холста. Вот этим и воспользуемся. Так, теперь пиджачок. Я стараюсь соблюдать законы тепло-холодности. Теплее, холоднее, теплее, холоднее. Это дает вибрацию цвета и восприятие для глаза более приятное. То есть то, как видит человеческий глаз, а не как видит именно видеокамера или фотокамера. Поэтому натурное рисование, в отличие от письма живописного по фотографии, оно очень отличается. Работать с фотографией удобнее, проще. А вот работать с натурой, конечно, сложнее, но и цвета ты ловишь те, которые видишь сам, а не которые видит фотоаппарат. Еще раз повторюсь, что я сейчас как раз та часть этюда, где не пропись деталей, а где идет подмалевок. Я стараюсь взять общие массы. Форму пролепить крупными мазками.
чтобы потом уже перейти к деталировке. Как вы видите, у меня номер кисточки сейчас скажу, 12. Вот я сейчас 12 номером щетины прописываю основное впечатление. Немножко сейчас пройдемся по фиолетовой ленте. Оттеночек ее найдем, блик поставим. Вот, это уже общая масса. Теперь надо перейти к фону, чтобы тоже нам фон помогал. Не обязательно в этюде полностью закрывать фон, то есть где-то имприматура может работать, играть, даже помогать. Вот, но все равно фон нам нужен именно из-за касаний. Касаний силуэта портретируемого к фону. Потому что где-то они должны быть подчеркнутыми, резкими, а где-то должны быть списанными. И художник это уже как раз с помощью касаний, плавления. Здесь мягче, здесь пожестче, порезче. Он работает с объемом. Вот ту работу, которую я сейчас провожу, синтетической кисточкой или колонковой, было бы работать намного медленнее, потому что краску надо буквально вгонять, чтобы она перекрывала тон холста. Когда художник работает с натуры, а особенно над портретом, надо сказать, что мозг загружен по полной программе. То есть это как процессор в компьютере работает на предельных своих мощностях, потому что он работает не просто с двухмерной картинки, которую видит перед собой, а он видит трехмерную картинку.
не готовое графическое решение, как в фотографии. Он преобразовывает 3D-картинку в 2D-картинку сам. И еще должен сделать графический отбор, композиционный отбор, и все это преподнести. Плюс найти какое-то интересное колористическое решение. Вот все эти задачи. Я уже не говорю о том, что выдержать анатомию, пропорции, постараться уловить сходство. Все вот это одновременно идет в голове. И естественно, то есть чем больше опыта натурной живописи у художника есть, тем легче ему справляться с этими задачами, так как многие вещи у него уже на кончиках пальцев, и он их делает автоматически. Ну вот, это у нас первая часть. Нашего этюда. В общем-то, практически весь холст сейчас уже прокрыт. И можно спокойно переходить к прописи деталей, то есть и расставлять акценты, те, которые будут очень важными. Попутно уточнять силуэты. В цвете, в тоне, то есть собирать. Общая масса дана. Теперь пропись. Так, теперь я уже возьму кисточку калибром поменьше. Вот у меня такой, как это сейчас модно говорить у молодежи, лайфхак. Чтобы черенок кисточки был длиннее, и в то же время два разных номера одновременно у тебя в руке, у меня она прикручена скотчем, и хочу пользуюсь меньшим номером, и хочу пользуюсь крупнее. Вот они такие есть. У меня, в общем-то, такое данное решение родилось, когда работал на росписях в храме. Там получилось так, что нужно было дотягиваться во многих местах до плоскостей, тем более радиусных разных, и где-то просто элементарно было тяжело очень тянуться, и кисточку и тонкую, и толстую использовать одновременно, чтобы меньше движений и легче и комфортнее было работать. Я вот сделал так, и получилось, что она еще длиннее стала. Можно, не наклоняясь сильно вперед, издалека вот так вот ввести работу и прописывать детали. Так. По ходу того, как кончаются те или иные краски, они выдавливаются на палитру. Вот, скажем, у меня сейчас закончились белила. Пожалуйста, я сейчас беру и выдавливаю нужное количество мне белил. Стараться буду всматриваться, то есть прищуривать глаз, то есть делать картинку не такой резкой, а более размытой, для того, чтобы увидеть более какие-то интересные цветовые отношения. Постараться их поймать в красках, в смешении красок и перенести на холст. Вот это у меня сейчас одна из таких задач,
чтобы не просто заученными цветами и таким гризальным подходом обойтись, а именно постараться найти цвет, подходящий именно к тому состоянию, которое у нас есть. Конечно, в условиях искусственного освещения мы не на открытом воздухе работаем, мы в помещении работаем, но все же здесь есть свои нюансики. А освещение такое выбирал не случайно. У нас сейчас оно верхнее направленное. Есть пример падающих теней, которые позволяют форму делать более понятной и четкой. С падающими тенями, с конкретно вот заданным таким освещением, а не рассеянным, намного проще моделировать светотени. Поэтому в академической живописи и рисунке, ну больше это именно в рисунке, направленное освещение в процессе обучения используется очень часто в анатомических зарисовках, в рисовании слепков гипсовых. Все вот это как раз есть. Потому что не подсвеченную гипсовую голову ее рисовать достаточно сложно. Когда же есть очень такой насыщенный источник освещения, мы сразу видим границу света и тени, можем построить тени падающие, собственные, свет выделить, рефлексы обозначить. Поставить модель так, чтобы она хорошо контрастировала выгодно графически с фоном. Все это работает на образ, на сходство, на правильный конструктивный подход в понимании формы. Благодаря тому, что я сейчас фон уже наметил, мне проще касание с фоном делать, потому что я могу где-то залезть на фон и слегка списать тот или иной цвет, чуть-чуть сделать мягче границу и за счет этого подчеркнуть форму. Сейчас стараюсь тщательно вглядываться и смотреть как раз цветовые переходы. Ну вот те же самые, скажем, где у нас идет определенный рост волос, когда мужчина бреется у него, то есть там есть легкий холодок. Легкий и синеватые, и зеленоватые оттенки. Скажем, лоб он больше с желтиночкой. Там, где кожа тоньше, скажем, веки, нос, крылья носа, там у нас больше розоватого, сиреневатого, красноватых оттенков. И вот эти вот все моменты мы, учитывая, стараемся перенести. Если это получается, тогда картинка более живая.
Так. Когда идет вот тоже подобная работа, для того, чтобы художнику легче было оценивать, насколько он похоже или не похоже выполняет портрет, взгляд со стороны очень важен. Поэтому вам совет: делайте паузы, смотрите на свою работу издалека. Это важно. Прорабатывая силуэт цилиндра, я изначально не включал самые глубокие тона. И сейчас у меня есть возможность эти тени подчеркнуть. Сделать их более выразительными, и за счет чего будет лучше читаться силуэт и объем. То есть я этот запас тональный оставлял в темную сторону намеренно. Именно для этого. Подчеркиваю границу света и тени. Отдельно хотелось бы сказать, что мы сейчас находимся с вами на экспозиции головных уборов, и поэтому у нас есть возможность поработать с таким необычным головным убором, как цилиндр. Сейчас у нас на улицах в таких головных уборов молодых людей не встретишь. А в XIX веке это было распространено. Тогда это было именно что модно. Немножко по пиджаку. И сейчас опять вернемся уже к голове, чтобы прописывать детали дальше. Вы сейчас видите, как проходит процесс. В общем-то, мы поработали и с фоном, и с силуэтной частью. Есть сейчас возможность как раз сделать акценты, чтобы глазничку выделить, носик сделать поконкретнее, губки. То есть это вот то, что, к чему быстро, то есть можно прийти, обозначить, но прописывать можно работу и дальше. И чтобы уточнять детали, работу делать более уже, есть такое выражение, сбитой, то есть это говорит о том, что
скажем, светотени проработаны достаточно хорошо, и форма не смотрится надутой, то есть она не надуманная. Сейчас поработаем с падающими тенями несколько. Нос, глаз. Чуть губы поконкретнее. Вроде бы даже небольшой акцент он делает уже портрет более характерным и узнаваемым. Так, глазик. Глазик, глазик, глазик. Вот, в общем-то, достаточно этюдно, но все равно представление у вас о работе маслом есть. Поэтому надеемся, что вам данная информация была полезной. И будем стараться готовить для вас новые материалы. До новых встреч!